Вот это и есть нефть, которую я пишу. Там разные консистенции есть. Меня зовут Марсель Шайдулин. Я нефтяник. Но у меня есть необычное увлечение. Я рисую. В детстве я любил рисовать животных, в основном карандашом, гуашью, акварелью. А масляных красок не было. Не было возможности даже, наверное, и не было художественной школы в районе. Я ходил в музыкальную школу, потому что было музыкальное, играл на баяне. Но вот эта вот мечта стать художником, она осталась. Вообще, я самое раннее время, когда я себя помню, это было, наверное, лет 5, я встретил на пленэре художника. Это было на берегу реки Сюнь, у нас там протекает очень живописное место. И он рисовал. Для меня он показался как будто вот волшебник, который творит. Вроде вот мазки делает просто, а на самом деле это появлялись какие-то живая картина зарождалась. И вот после этого осталась такая вот мечта, я стану художником. Как я выбрал именно специальность бурения нефтяных и газовых скважин. Там на плакате было написано «Работа для настоящих мужчин». Если вы хотите испытать себя в тяжелых условиях, то выбирайте нашу профессию. А так как я был физически подготовлен, мне захотелось именно эту романтическую специальность. Я вырос в Бакалинском районе, в деревне Новые Балаклы. У нас в деревне самые богатые люди были нефтяники, вахтовики. И престиж, конечно, то, что когда я учился в школе, нам говорили, что нефтяной – это один из самых престижных вузов. Плюс нефтяного университета в том, что студенты могут проходить практику именно в производстве и вдали от родины. И уже человек уже подготовлен, он уже знает, куда идет. На втором курсе поехал, вот как раз и получил эту первую рабочую специальность, помощник бурильщика, и поехал на север на практику в город Когалым. И тогда мои, можно сказать, розовые очки снялись, и я увидел настоящий север, настоящую работу мужчин. Я планировал работать 4 месяца, а получилось там всего месяц мог отработать, да, потому что это каждодневный такой тяжелый труд. Тогда еще не было интернета, не было телевидения такого, вот, и даже связи особо не было, даже связи с близкими. И это психологически было тяжело, но я все-таки месяц отработал, получил хорошие деньги. Вообще у меня идеи для картин приходят на работе. Я там вот делаю заготовки какие-то, там думаю об этом. Особенно картины, связанные там с нефтянкой. Вот. Это записываю даже на блокнот, зарисовки делаю. Приезжаю с вахты, уже начинаю писать. Множество скважин, да, которые уже пробурили до нас. И вот их надо не задеть, а пойти. В этом-то и заключается тонкость, тяжесть этой работы. Чтобы не допустить пересечения двух скважин. Если пересекаются, то будет авария. У нас же вот телеметрия, получается, непромер большой. Вот, это мешает в работе. Вот есть какие-то инновации, которые решают эту проблему? У нас коридор такой, мы обязательно должны идти вот в этих... Захватить больше продуктивного пласта. Да. Ну, Не поскольку выходить. вот у нас небольшой непромер, есть опасность нырнуть либо в газовую шапку, либо в воду. Что может быть опасно, загубить эту скважину? Перебор. Пермский завод, который выпускает объемные двигатели,
начал устанавливать вот эту связь, проводную связь внутри корпуса объемного двигателя. И тогда мы можем свободно передавать данные с надолотного переводника на телесистему. Но это решает многие проблемы. Да, Да, она решает многие проблемы. Тренажер имитатор бурения моделирует все основные процессы, которые происходят при бурении скважин. Компьютерный вариант. Ну, как на реальной буровой. Проходит обучение на этом компьютерном варианте. В ваше время был другой тренажер. Получается, студенты идут на практику уже с удостоверением. Да, без этого даже на практику не принимают. Ну да. Мой обычный день начинается с подъема, завтрак, потом я иду менять сменщик. По 12 часов работаем. И дальше приступаем уже непосредственно к работе, к бурению. И в это время я смотрю, как работают ребята. Какие-то появляются зарисовки, да, движения человека, как он встает. Как получается, фотография в голове остается образы. Мои коллеги, они вдохновляют. Или вот, допустим, идешь на буровую, смотришь, и закат такой красивый, да, восход, вообще превосходно. И буровая, она как мечеть какая-то даже, может, смотрится. Или облако там, я не знаю. Но это тоже остается в памяти, и это тоже вдохновляет. То есть меня привлекают такие мужественные образы, люди труда. Мы находимся в 4-м корпусе УГНТУ, где расположена уникальная буровая установка, аналогов которой нет в мире. То, что вот внутри здания установили буровую установку, она пробурена на 200 метров, получается, забой там 200 метров. Вот здесь я получал первую рабочую специальность, помощник бурильщика. Здесь такой мини-завод, получается, внутри здания. Буровая вообще в полях расположена, на севере это болото, допустим, да. Там насыпают специальные кусты, называются, это на месторождениях. Вот, и там устанавливаются буровые. На глубине 2-3 километра выставляем инструмент таким образом, чтобы он только в одну сторону бурил. И происходит искривление скважин таким образом. То есть там угол вот этот 1-2 градуса, им можно управлять так, что скважина наберет в итоге 90 градусов. И будет искривляться в разные стороны. Связь с землей, как с недрами, она уже просто переходит в обычную работу. То есть поначалу, может, студентам там или новичком это кажется, как будто это какая-то магия, что мы там вскрываем пласты, которые никто никогда не трогал. Я 12 лет отработал инженером по буровым растворам. Когда скрываешь новые породы, ты не знаешь, что можешь встретить на своем пути. Или это либо будет поглощение бурового раствора, либо проявление его, допустим, не его, а пластов воды. Могут породы эти обрушиться. Все что угодно может произойти, и это зависит от одного человека на буровой. Теперь я занимаюсь уже проводкой скважины. Нам задают какую-то цель, и мы бурим туда по определенной траектории, нарушать которую нельзя. Иначе это может тоже привести к серьезным авариям. Геологи задают нам определенную траекторию. Они, можно сказать, командуют нашими действиями. И мне всегда было интересно, как они определяют залегание продуктивного пласта, где располагается нефть. Нефть
как люди себе представляют, думают, что он находится, например, в какие-то подземные озера, Озера, да, реки. озера и реки. Неважно, где именно мы находимся, в Африке, в Европе, в Западной Сибири, если знать любую методику или знать определенные подходы, можно слегка определить, в какие горные породы есть определенная насыщенность определенных углеводородов. Мы думаем, что это камень, а на самом деле это нефтенасыщенная порода. Потому что здесь у нас уже из образца просачивается уже нефть. Да, Здесь видно, видите, что он вот, просачивается. Это как губка. Раньше было проще, там, например, египтяне, у них нефть была на поверхности, то есть она просачивалась. Им было проще искать. А постепенно с развитием технологий людям стало все сложнее добывать нефть, потому что она стала залегать все глубже и глубже. Здравствуйте, Марсель. Мы рады приветствовать вас в Музее истории нефти. Вот это панорама Ишимбайского месторождения. В 1932 году, 16 мая, забил первый фонтан башкирской нефти. Да, здесь я смотрю, вот соединение двух эпох, получается, это исторические вот какие-то вот постановка, да, историческая. А это вот буровые долоты, это бур, вот кто не знает, им мы бурим землю. Сейчас более механизировано это все, да. Получается, сейчас век высоких технологий, мы компьютеры применяем, все это несравнимо. Это как гужевой транспорт сравнивать с Феррари. Ну, слушайте, музей, конечно, у вас шикарный. Когда я учился в 2006 году, не было такого музея. Вот я даже не могу представить, как происходит сам процесс. Вы кисточкой это делаете? Да, кистью, кисточкой да. или специальный какой-то шпатель? Нет, кистью, я пишу кистью. Но ведь она стекает. Как делается так, чтобы она Застыла? застыла? Ну, у меня есть специальный состав, да, который я делаю. Как раз таки образование, полученное здесь, мне помогло в искусстве. Как бы это парадоксально не звучало. Если я раньше жил как все, то сейчас я живу по-своему, у меня свой путь через искусство. Я открываю новое для себя. Это другая жизнь. Это как прикосновение к вечности, можно сказать, потому что через картины можно остаться в истории. Кто-то наукой занимается, кто-то искусством, да, кто-то книги пишет, кто-то музыку, да, сочиняет. Нефтяники тоже такие разносторонние люди. Вот ребят, которые буровики, говорят, мы не мыслим себя без бурения. Хотя по сравнению с другими специальностями это очень тяжелая работа. Это и в мороз, и грязь. Правда, сейчас есть буровые уже 5-го поколения, где более такая чистая работа. Есть такие технологии, что облегчается труд буровика. Родное все. Как ты додумался, я не знаю. Идея такая, что через вот эту, даже, можно сказать, грязь довести красоту. Такая Это идея. тяжелая мужская Да. работа. Да, тяжелая, Сейчас никто не брутальная. пишет это, вообще никто. Сейчас какая-то там абстракция куда-то ушли, там европейские дела. Вот она жизнь. Вот Да. тяжелая, страшная. Это холод, это гайки, это мороз. Это новое. Сейчас здорово. Молодец, держи. Держи, никого не слушайся. Иди вперед. Вроде такая небольшая картина притягивает сильно. Что-то, какие-то знаки, кресты, там что-то. Качалка. На самом деле это не крест, это фонтанная арматура. Но символичен, да, что каждый несет свой крест. И нефтяники, можно сказать, тоже несут свой крест. Это вообще как абстрактная картина, какой-то сюрреализм. На самом деле это отработанное буровое долото. Идея такая, что вот как люди работают на износ, оборудование работает на износ, все работает, кишит. Вот, а это уже, как можно сказать, даже немножко автопортрет, наверное. Здесь нарисован хозяин тайги, хозяин барин, хозяин медведь, да. Вот тут как бы мощная энергетика мишки. Вот, а где-то там вдали работаем мы, нефтяники.
нефтяник, человек труда, вышел на работу, как бы на войну, такой героический образ. Здесь уже птички, и идет добыча нефти. Ну, природа, животные, и получается технология. Это все выигрышно, всегда интересно. Моя миссия – нефть в искусство и искусство нефтяников.